Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, что в ближайшие 2 месяца будет происходить в его жизни. Если тема интересна, загадайте на мужчину, спросите и за хорошее, и за плохое. Может быть, нам какие-то важные подсказочки покажут, да, о чем-то расскажут, какую-то помощь. Да? Может быть, вы благодаря моему гаданию сможете помочь своему любимому человеку, либо подсказать. Загадывайте, настраивайтесь. Я пока убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вы знаете, с вашим мужчиной что-то не так. Что-то абсолютно не так. Вот какая-то, как будто бы его либо беда преследует, либо какой-то человек, как враг, его преследует. В сегодняшнем дне у мужчины ничего не получается, ничего не складывается. Проблема на проблеме, проблемой погоняет. Постоянно какой-то минус, рвется, ломается, крошится. Люди как-то к нему относятся, вот знаете, с гонором, с какими-то претензиями, да, вот как ругается он в последнее время с кем-то. Состояние, конечно, ужасное, ужасное, но это именно та часть жизни, которую принято называть деловая, да. То есть это круг общения, это работа, но также возможно как служба его, да, как обязанности его тоже, да, туда можно подключить. Вот что касается любви, отношений, то здесь все прекрасно и все замечательно. А вот проблемы на работе, проблемы в делах. Он бедненький, у вас тут еле-еле вытягивает эту ситуацию. Смотрите, девчонки, если мужчина в последнее время стал какой-то другой, чужой, холодный, закрытый, необщительный, да, вот знаете, это ваша отсыпка, и вашему мужчине сейчас не сладко. Он вас категорически не хочет подключать к своим проблемам, да, то есть пригружать вас своими проблемами. Он считает, что это ненормально, так не должно быть. Он мужик, он должен вас защищать, а не, скажем так, втягивать, да, во весь этот ад, в котором он сейчас крутится. Вот. Не думайте про него плохого, не думайте, что он там разлюбил, забыл, отказался, другую нашел. Нет, 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 близко даже нет. Абсолютно нет, и вы ошибаетесь. Он на вас смотрит, на вас, понимаете? Он даже больше вам скажу, да, он силы в вас черпает, в вашем образе. То есть в самые сложные минуты, когда, ну вот хочется закрыть глаза, да, и бежать, ну просто в пропасть прыгать, да, он думает о вас, и мысли о вас придают ему силы. Вот как, ну, как заряжаете вы гаджет свой, так и он от вас заряжается. Так, почему у него это все происходит? Почему так плохо? Почему так тяжело? Кстати, эти проблемы, они имеют начало вот еще несколько месяцев назад, а у кого-то вот несколько лет назад, да, как будто там вот был старт этих всех проблем. И оно все собиралось, и теперь вот таким большим комом на мужчину на вашего летит. Он, бедненький, пытается увернуться, тут лавирует туда-сюда, но пока ничего нельзя точно сказать. Он вообще не уверен в своем завтрашнем дне. Вот что ждет его завтра, как будет, сможет, не сможет, хватит ли ему сил противостоять всему этому ужасу.
У кого мужчина находится далеко, далеко, в другом городе, в другой стране, может быть, там командировку куда-то уехал, на заработки уехал. Здесь помимо всех вот этих перечисленных проблем, там на работе, с деньгами, кстати, с законом могут быть даже какие-то проблемы, вот с документами я вижу, что-то не в порядке у кого-то. Еще и большим таким жирным плюсом накладываются проблемы со здоровьем. То есть он сейчас болеет. Это могут быть и простуды, и всякие там ангины, не дай бог там воспаление легких, просто легкие тут показали, может быть с легкими проблемами. И также могут быть даже какие-то травмы очень серьезные, травмы, да? Травмы по всему телу могут быть. Здесь я не могу точно сказать, потому что у меня все тело у человека, знаете, как дырками побито. Ну, как вот травмы, может быть, правда, он какую-то травму получил, что так прям весь он какой-то в поражениях находится. Но физическая боль его не сильно беспокоит. Нет, не думайте, он на физическую боль не обращает внимания, он очень выносливый. Его больше беспокоит, как ему выбраться оттуда, да, либо как ему уладить с кем-то спор. Может быть суд, может быть действительно какие-то правоохранители на него ополчились. Вот это его очень беспокоит. Не видит, девочка, он не видит своего завтрашнего дня. Вот такая идет ситуация. Не видит. У кого мужчина рядом находится, ну вот рядом с вами, да, это ваш муж, это ваш жених, там, просто знакомый, с кем бы вы хотели отношения построить. И здесь у мужчины, ну, как гонение на него идут. Он постоянно под каким-то страхом живет. Знаете, как ходит человек и оглядывается. Лишний раз даже, возможно, и не выходит никуда. Кого-то боится, каких-то людей он боится. Почему он этих людей боится? Страх, да? Постоянно человек живет в страхе. Так, но это сегодняшний день. Давайте смотреть дальше. В течение, возможно, 2-3 недель у вашего мужчины, ну вот он ждет чего-то, он ждет либо от кого-то каких-то действий, либо кто-то пообещал, да, заручился он поддержкой этого человека, либо этот человек должен приехать, он кого-то ждет. Вот в течение 2-3 недель вот эта встреча, либо эта помощь будет оказана. Да, встреча состоится, а помощь будет оказана. Вот здесь ваш мужчина повеселеет, вот действительно повеселеет и прям, ну, поверит, что все возможно, что можно избавиться от этих проблем. Вот какой-то человек ему как протекцию оказывает, помощь, защиту, дает ему хорошие советы, либо действительно, да, какие-то там, не знаю, охранные грамоты ему вручает. То есть что-то для него делает. Мужчина старший. Может быть, это отец, может быть, это какой-то начальник. Ну, явно человек авторитетный. Вот он за него заступится, он ему поможет. 2-3 недели. И ваш мужчинка, он оживает, он возвращается к жизни. Он и веселенький становится, и такой оптимистичный. Ну, вот как раньше он такой игривый был, да, вот таким он опять и станет. Глазки даже у него будут светиться. Девочки, с Божьей помощью и помощью этого человека ваш мужчина выпутается из своих проблем. Пусть не сразу, пусть не один момент, но у него вот самое страшное, да, вот депрессия, в которой он сейчас находится. Ничего, тихонечко, легонечко на ножки встанет. Все это решаемо, с этим всем можно разобраться и полечиться, и договориться, все это будет сделано. Вы, главное, не переживайте. Хотите ему помочь? Ну так, девочки, дайте ему время. Не надо приставать к нему с расспросами, что, да как, а почему ты молчишь, а почему ты мне не говоришь, там, другую себе завел. Нет, ни в коем случае этого не делайте. Хотите помочь, ну так, если рядом, там, лишний раз, там, не знаю, прижмитесь к нему, там, погладьте его, скажите, что любите, сходите в храм, поставьте за здравие этого человека свечу. Вот здесь ваша польза, здесь ваша роль, понимаете? Вот. Долбить ему мозг, что случилось, так он вам не скажет. Он не скажет. Ну а как он вам скажет? Ну, сказать это значит вас растревожить, это значит вам все нужно рассказать, это значит, что вы будете переживать. Потом придется еще вас успокаивать. Он себя успокоить не может, тут еще и вас надо будет успокаивать.
Так, дурного про него не думайте. У него на вас очень серьезные виды, очень серьезные планы. Прям смотрите как. Порадовать даже вас чем-то хочет. Порадовать. Что-то купить для вас, что-то подарить. Кстати, девочки, у кого-то отыграется, что мужчина будет, ну, как занимать деньги для того, чтобы сделать вам подарок. Либо мужчина будет кого-то просить, ну, может быть, общего знакомого, либо его какого-то знакомого приятеля, чтобы человек от его имени для вас какой-то подарок купил и передал. Вот что он будет делать. Нет, тут очень хорошие мысли о вас. И знаете, как спит и видит, порешать свои проблемы, порешать, да, и быть с вами. С вами быть. Так, у кого-то из вас отыграется, что у мужчины какая-то мысль постоянно вот в голове крутится. Смотрите, два сапога в разные стороны смотрят. Возможно, мужчина хотел бы уехать. Уехать, причем уехать с вами, не один. Уехать с вами. Либо, если он уже уехал, он хотел бы, чтобы вы к нему доехали, да, приехали и были бы с ним. Только он еще не понял, где он будет жить, да, либо куда надо ехать, чтобы жить. Но мысли такие есть. Вот если ему предстоит поездка, да, вот будут ему предлагать куда-то поехать, он один не поедет. Без вас он точно не поедет. Нет, он на это не пойдет. Он будет либо вас уговаривать, если вы скажете категорически, что нет, я никуда не уезжаю, он тоже не уедет. Вот так вот, чтобы вы понимали, насколько он вас любит. Так, кто у меня в паре в браке, но вы живете в разных домах, может быть, даже в разных городах вы живете. Вот я вижу, что мужчина очень суетится, пытается найти такой путь, дорожку к вам. Я не могу понять, что его останавливает, что не позволяет ему приехать. Но там какие-то серьезные обстоятельства. Знаете, как не пускают, не выпускают, не запускают. Да? Что-то вот его прям очень блочит. Но он будет искать, девочки, он будет искать, и он найдет. Возможно, даже он на нечестные поступки пойдет, да, вот, где можно там типа договориться, оплатить, заплатить. И таким образом он к вам приедет. Очень соскучился и очень хочет быть с вами. Так, еще из важных событий. Но здесь какое-то предложение мужчине идет. Именно предложение. Какие-то два мужчины, либо два, мне кажется, мужчины. Мужчины, они как... Но они представительные, они какие-то возможности имеют, связи какие-то имеют. Ну, такие серьезные дядьки. Они для него что-то будут делать, либо с ним что-то будут делать. Вот смотрите, у одних отыграется как помощь с какими-то документами, у других это как подписание каких-то совместных документов. Может быть, на работу на хорошую он устроится, либо эти люди какую-то протекцию, защиту ему сделают, какие-то документы для него сделают, там заказ какой-то ему дадут. Ну вот прям серьезное идет событие, и оно очень выигрышное для вашего мужчины. Но кому-то отыграется как выигрыш, победа, преодоление каких-то сложных обстоятельств. А у кого-то отыграется как действительно возможность очень серьезно заработать и, скажем так, бизнес наладить, да, либо хорошо устроиться в жизни, да, вот именно по работе я имею в виду. Но эти мужчины, знаете, он может побояться, он может сказать, да нет, я не настолько хорош, да, либо там не получится. Вот здесь вы можете его отговорить, либо можете на него повлиять, потому что вижу, что хорошо все будет. Пусть не отказывается, пусть именно вот их двое, два мужика, вот пусть с ними работает. Здесь будет большой плюс, здесь позитив идет. Так, у кого у мужчины была семья, какая-то бывшая, тут вылезла, дети здесь вышли, ребенок, дети, бывшая, с протянутой рукой стоит. Мужчине нужно снабжать еще одну семью. А аппетиты у бывшей не детские, хотя она вот прям говорит, нет, мне ничего не надо, это для детей, либо да, это для ребенка. Хотя врет очень сильно.
Здесь еще одна проблема. Возможно, вы знаете, возможно, для вас сейчас это новая информация. Но там тоже, знаете, не просто так все, да. Деньги, что надо где-то брать, надо их зарабатывать. И представьте, да, если каждый раз вот с протянутой рукой эта женщина идет, и да, и да, и да, и да, и сколько ни дай, ей все мало. Вот, торгует она своими детьми, ну, в плане того, что, ты типа деньги не даешь, все, я детям расскажу, какой ты негодяй, мерзавец, и что тебе жалко на них денег. То есть тоже его, знаете, психологически очень сильно стебет. Но он детей очень любит, да, у него такая прям любовь сильная к детям, либо чувство вины даже, да, вот что я там не воспитываю, не вижу, как они растут. Это его болька, девочки, это действительно его болька. Хоть он об этом не часто говорит и не показывает, но это действительно болька. Куда-то эта бывшая собирается. То ли уезжать будет, то ли, возможно, какую-то большую сумму будет у него просить на то, чтобы куда-то уехать, переехать, съехать, может быть. Вот тоже, знаете, как он стрессанет немножко. Так, у кого-то родители. Родители у мужчины, еще те симулянты, интриганы, могут разыгрывать свое здоровье. Но вот им скучно, да, заняться нечем, и они начинают дергать своих детей, что вот я там все умираю, да, приди попрощаться, да, ну такое развлечение, вот чтобы не скучать, тоже может быть. Но вот у кого родители проблемные, а здесь мужчина наведет порядок, и я так понимаю, что, ну, может, и не разругаются, да, но меньше гораздо станут общаться. Либо они будут побаиваться играть с ним в эту игру, что типа, да, бросай все, прибегай к нам. Вот это уйдет. Кстати, у кого проблемы со свекровью, свекром, мужчина за вас заступаться будет. Вот прям будет заступаться, и вы увидите, как поменялось отношение. Может быть, фактическое отношение осталось прежним, но показывать вам будут совершенно другую картинку. То есть они будут приветливые, они будут такие типа улыбчивые, не будут вас там не цеплять, ни претензиями, ни какими-то там нравоучениями. Этого не будет. Он уже как себе решил, что надо с ними поговорить, чтобы они вас не трогали, оставили в покое. Так, и еще важный момент. Момент по поводу здоровья. У кого-то из девочек, у мужчины могут быть проблемы, либо они уже есть, какие-то хронические проблемы, да, либо они могут возникнуть именно у сердца. Сердце показали, сердце побаливает, пошаливает. Я, к сожалению, не доктор, я не разбираюсь в этих болезнях, но я вижу, что он, смотрите, и лечиться будет, и какой-то другой образ жизни будет вести. То есть он выйдет на правильный образ жизни, на хорошее медикаментозное лечение. И вот в течение этих 2 месяцев он улучшит свое здоровье, конкретно улучшит свое здоровье. Крепче станет, вот прям крепче. Так, что касается вас, ну, у мужчины решение есть, решение. Либо у вас есть проблемы совместные, он принял решение, примет решение. Либо мужчина, если вы не в паре, не в браке, то будет делать вам предложение будет вам делать. А может быть и приглашение, может быть он живет где-то далеко, да, жених ваш по интернету. И пригласит, и скажет, ты приезжай, и все. И отказа не приму. У меня здесь хорошо, так что приезжай ко мне, и вы поедете. Он сделает такое вам приглашение, предложение, что вы не сможете отказаться. Кто-то, я вижу, из вас уже ждет, давно ждет, надеется, прям мечтает об этом. Девочки, ну мечта сбудется, мужчина исполнит вашу мечту. Потому что, смотрите, вот видите, вот она вы стоите красивая, и в руках вы держите большую-большую звезду. Вот ваша мечта в отношении этого мужчины, вот кого вы загадали, кем бы он вам ни был, муж, жених, просто парень, этот мужчина исполнит вашу мечту. Ваше желание исполнится, в любви исполнится, обязательно исполнится. Так, ну давайте подведем итог. В сегодняшнем дне, девчонки, не трогайте его, не трогайте, поддерживайте вот именно издалека, да, как я вам говорила.
там, я тебя люблю, там, я всегда с тобой рядом, сходите в храм за него, помолитесь за здравие, ему свечечку поставьте, либо службу закажите. Подождите, просто подождите. Он со своими делами, этими бедами разберется, и все у вас наладится. Он сильный мужчина, он и не в таких передрягах бывал. Он молодец, у него получится. Причины, почему возникла эта ситуация, они разные. Вот честно, разные. Я даже, знаете, как думала и не поднимать этот вопрос, но вижу, что у вас там за спиной есть люди, которые на него гадость говорят. Может быть сознательно, может быть несознательно. Мы сейчас с этим разбираться не будем. Но кто-то шепчет вам в ухо и заставляет вас сомневаться. Значит, девочки, причины. Ну, у кого-то с глаз у мужчины был, а у кого-то его глупые поступки. Понимаете? Ну, у каждого по-своему. Вот, поэтому сейчас какие-то выносить диагнозы я не буду, вот честно. И на личном, да, там бы четко я бы вам сказала. Здесь это общее. Я сейчас вам скажу, что на нем с глаз вы пойдете ему глаз снимать, а на нем, например, нету. Просто он там сглупил в свое время. Либо за какого-то другого человека ответственность сейчас несет, да, на себя вот погеройствовал, взял на себя, теперь как расплачивается. Понимаете, поэтому не думайте о причинах, какими бы ни были эти причины, они уйдут. Они уйдут, он наберется своего опыта, он совсем справится, он у вас молодец, верьте в него, верьте в него. Ведь ваш мужчина, он от природы, вот тот, кого вы загадали, он победитель. Вот есть у него такая особенность, вот чем сложнее ситуация, тем больше он опыта набирается. Он не ломается, он не закрывается, он там не сходит с ума от страха, там, горя и депрессии. Нет, наоборот, он как закаляется. Вот сейчас он у вас и закаляется. Станет он только лучше. Лучше, дальновиднее, прагматичнее, с правильными взглядами на жизнь. Вот таким он станет. От вас он никуда не денется. На вас серьезные виды, намерения, планы. Что нравится, то, что он практически все, что тут задумал, он реализует. Вас я вижу счастливой, его я вижу счастливым. Все будет хорошо, не переживайте. Все устаканится, все наладится. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.